Все произошло в самом начале рабочего дня. 4 сотрудников жилкомсервиса прибыли на станцию очистных на плановые работы. Как рассказывает слесарь Ильдар Харисов, все произошло на его глазах. Первым спустился оператор Альберт. Ему тут же стало плохо. Водитель вот с машины тоже за ним сразу побежал, короче. Ну, туда вниз спускаться начал, тоже моментально начал сознание терять. Я начал кричать: мужики, там, вы что, выходите, вставайте. Ну, сильно кричал. Тут выбежал сосед. Пожилой мужчина, который проживал буквально в 100 метрах от станции, хотел помочь, но сам стал жертвой. Ильдар Харисов и Яков Бикеев пытались остановить его, но все тщетно. Я добежал, он уже там рухнул. Я просто руку протянул, хотел вместе с лестницы его вытащить. На помощь поспешил еще один местный житель. Спустя какое время им стало плохо? Моментально вообще, там, наверное, секунд 5, наверное, 7, где-то так вообще все быстро, сам в шоке. Там. Один только вот спустился, сразу сознание потерял, за ним сразу второй. То же самое, пару секунд сознание потерял. И вот так они все четвером так. Пострадавших извлекли из колодца в 10 часов 36 минут. Двое уже не подавали признаков жизни. Это водитель и местный житель. На место трагедии начали приезжать родственники. Двое пострадавших 47 и 59 лет в состоянии комы доставили в ЦРБ Нижнекамска. Состояние было тяжелым. Медиков консультировали специалисты Центра острых отравлений 7-й больницы Казани. Однако спасти одного из пострадавших не смогли. Второй сейчас находится в реанимации, также на аппарате искусственной вентиляции, медикаментозном сне. Состояние крайне тяжелое. На связи мы с Казанью, с главным токсикологом, все на связи. С самого утра на месте ЧП работали сотрудники полиции, Следственного комитета, прокуратуры. Им предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Следком возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть 2 и более лиц». Утром 9 августа в Нижнекамском районе республики в результате отравления сероводородом погибли 2 мужчин, еще 2 госпитализированы. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда». По предварительным данным, 3 рабочих коммунальной организации занимались чисткой канализационного колодца, когда неожиданно почувствовали недомогание. Им пытался помочь местный житель, однако также потерял сознание. По данным Следкома, предположительно, во время работ специалисты были без средств защиты. Чтобы выяснить, почему не соблюдали требования безопасности, мы поехали в офис жилкомсервиса. Общаться с журналистами сотрудники не пожелали. Здравствуйте, мы с телевидения. Вы с жилкомсервис. Это расскажите, пожалуйста. Как правило, такие ЧП происходят летом. С наступлением жары концентрация сероводорода в колодцах высокая. По словам экспертов, отравления такими газами в 50% случаев оказываются смертельными. В основном погибают те, кто не соблюдает технику безопасности. Гульнара Миниханова, Александр Лихачев, ТНВ, Нижнекамский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.